Министерство наше реализует государственную программу, которая называется «Развитие межнациональных отношений Республики Северная Осетия». В этой программе есть несколько подпрограмм. Одна касается гармонизации межнациональных отношений, другая касается профилактики экстремизма, терроризма, касается гармонизации межрелигиозных отношений. Мы занимаемся проблемами национально-культурных обществ, которые живут у нас в республике. Мы занимаемся проблемами осетин, которые живут в России или которые живут за рубежом, диаспора осетинских. Проблемами казачества. Иногда какие-то бытовые конфликты приобретают, к сожалению, такую какую-то межнациональную окраску, причем совершенно на ровном месте. Много проблем в пригородном районе, связанных с нашими соседями. Много проблем в Моздокском районе. Это проблемы и бытовые, проблемы трудоустройства, и проблемы беженцев, которыми мы тоже занимаемся. Это и вы говорите, мало видна и мало слышна работа нашего министерства. Какие-то вещи, наверное, хорошо видны и хорошо слышны. Например, мы открыли казачью группу в станице Орхонской в детском садике, казачий класс, пошили форму. В храме повесили 2 большие мемориальные доски с именами выходцев из Орхонской, которые воевали, которые стали георгиевскими кавалерами. Такие мероприятия, они бывают видны и слышны. А какая-то часть работы на самом деле не видна и не слышна. И это, наверное, тоже хорошо. То, что касается профилактики экстремизма, терроризма. Мы проводим социологические исследования, мы занимаемся мониторингом ситуации в районах. И здесь, мне кажется, чем меньше о нас будут говорить, тем, значит, мы лучше работаем. Год, наверное, 90-й. Мы были студентами, и в ДК УЗАТ был закрытый показ японского фильма, который назывался «Империя страсти», если я не ошибаюсь. Мы пошли, человек 8, наверное, 10 однокурсники, посмотреть это кино. Более чем откровенный фильм. И как только такая, первая сцена появилась на экране, наши девчонки, однокурсницы просто подскочили и выбежали из зала. И, соответственно, мы тоже следом за ними вышли. Я не говорю, что сегодня молодежь хуже, а мы были лучше. Но нравы на самом деле меняются. И никто ведь не запрещает. Вопрос был о том, что, наверное, это не очень хорошее, не очень приличное кино. Наверное, это кино, которое разрушает какие-то нравственные идеалы молодежи, нравственные ценности. Поэтому была просьба снять фильм с проката. Сейчас уже, дело дошло до того, что там Universal угрожает судебными разбирательствами. Я не удивлюсь, если на самом деле до этого дойдет. Наша общая задача, наверное, добиться того, чтобы люди просто не хотели смотреть такое кино, чтобы они голосовали ногами. Я вас уверяю, что если бы на второй день проката за несколько сеансов этот кинотеатр на этом фильме ничего не заработал, если бы был пустой зал, они его спокойно, молча просто сняли бы с проката, потому что они терпят убытки. Мне очень неприятно такие вещи видеть и слышать. Я не знаю, есть селение Костахи-Тагурова, где уже много-много лет добрососедски, по-братски живут наши народы, где великолепные отношения, где огромное количество браков межнациональных между осетинами, карачаевцами. Сегодня, тоже неумные люди начинают плеваться в сторону народа целого. Мы же все хотим, чтобы завтра наши дети жили в мире. С одними соседями, с другими соседями.
Ну так вот об этом надо прежде всего задумываться, а потом уже что-то писать. Молодежь, конечно, горячая. И, конечно, вот здесь должны работать общественные институты, такие как, например, Высший совет осетин, Штернахаш. У нас есть молодежный парламент, у нас есть масса общественных организаций, у нас есть комитет по делам молодежи и так далее, которые должны вот такие, значит, горячие головы призывать к разуму и успокаивать и объяснять им, что не стоит обобщать и говорить, что все карачаевцы такие-сякие там, и так далее. Вот Конгресс карачаевского народа, вместо того, чтобы писать, значит, обращение к Лаврову относительно референдума в Южной Осетии, вот лучше бы воспитанием вот таких лоботрясов занимался. Магас, Аланские ворота, Зал славы, который сегодня они там нартовскими сюжетами расписывают. Это все вещи политические, не научные. Есть наука, а есть то, что около науки. То, что называется фольк-хистори. Претензии на аланское наследие, ну, каждому хочется иметь славных предков. Плохо, что вот эти околонаучные изыскания получают в итоге какую-то государственную поддержку. Плохо, что они оформляются вот в название столицы Магас, Аланские ворота. Хотя я вообще предложил, и одновременно такая мысль у нескольких человек возникла, направить мэру Магаса телеграмму с благодарностью за уважительное отношение, значит, к нашим аланским предкам. А в моем понимании Аланские ворота, они обозначают направление. Вот во Владикавказской крепости когда-то было 3 ворот. Одни из них называли Назрановские. И камни с надписью «Назрановские ворота» до сих пор хранятся у нас в Национальном музее. Камни с ворот Владикавказской крепости. Они обозначали направление, куда ведет дорога. Моздокские ворота, Назрановские ворота. Поэтому в этом смысле, ну пусть стоят там Аланские ворота, они обозначают направление, куда ведет дорога из Магаса в сторону Алании. По мне так замечательно. Замечательные, талантливые ребята, но они не очень хорошо себе понимают, что такое музей. Музей это государственное учреждение, это определенный механизм, который работает по своим законам и так далее. Они предлагали стать отделом современного искусства в музее. Ну, на этом их вольница закончится тут же. Как только они начнут работать в музее как отдел, получать зарплату, они тут же начнут получать задания, указания от руководства музея, от Министерства культуры. Они будут вынуждены делать иногда то, что никакого отношения к творчеству, может быть, и к их интересам личным творческим не имеет. И все, и вот тогда точно портал умрет, как только он станет отделом музея. Я в этом убежден глубоко, я человек, который очень много лет проработал в музее. Нужно думать о том, какой вообще будет музей национальный наш. Музей сегодня это не предмет в витрине и бабушка в уголочке на стуле. Музей это сегодня открытая система, современный музей с новыми какими-то технологиями. Это место с большим количеством каких-то рекреаций, с диванчиками, кафе, с творческими лабораториями, с детскими студиями этнографическими, фольклорными. Это вот такой живой механизм, в котором все время есть люди, которые туда приходят не один раз. Ты пришел, экспозицию посмотрел и на 20 лет или на 30 лет забыл. А что, я там был, я видел. А вот это место, куда нужно и хочется возвращаться все время. И вот если говорить о такой открытой системе, то я не сомневаюсь, что там должны быть какие-то вот такие творческие лаборатории, что какое-то сотрудничество между вот такой творческой молодежью и современным музеем, я надеюсь и убежден, что такой музей у нас будет,
рано или поздно. Хочется, чтобы пораньше. Такое сотрудничество обязательно должно быть.